Присаживайтесь. И администрация города Ижевска и правительство Удмуртской республики за организацию мероприятия 9 мая. Все прошло на очень высоком уровне. Говорить с детьми, этим мы первым вопросом выносим. Вы знаете, что ЧП было с пищевым отравлением детей, детский оздоровительный лагерь «Дружба». Хорошее мероприятие проводили, всероссийский конкурс «Игра «Что, где, когда». Всего в лагере находилось 594 человека, из них 503 ребенка в возрасте от 13 до 18 лет. Мы сегодня эту ситуацию поподробнее разберем, для того, чтобы сделать выводы, чтобы впоследствии подобных ситуаций у нас не было. Виктор Алексеевич, доложите. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, мы в период майских праздников с вами жили в такой чрезвычайной ситуации. Казалось бы, происходило это все на территории одного лагеря, но это касалось практически всей республики, а уж если по большому счету говорить, и межрегиональная общественная организация интеллектуально-творческих игр. Организатором в Удмуртской республике выступала автономная некоммерческая организация Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что, где, когда». Между ними был заключен договор, и лагерем «Дружба» был заключен договор по организации и проведению данного мероприятия. Полная стоимость услуги составила 720 тысяч рублей, стоимость пребывания одного участника составила от 2800 до 3100 рублей. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на руководителей команд. Практически все команды, прибывшие со всех регионов страны, у них были старшие. Но я немножко о хронологии расскажу и какие действия мы с вами предприняли в этот период. 1 мая, сам праздник, в 22 часа 10 минут на канал 03 поступил вызов от администратора ООО «Детский лагерь «Дружба» с поводом пищевое отравление у 5 человек. В 22:41 бригада скорой медицинской помощи прибыла на указанный адрес. После проведенного медицинского осмотра детям рекомендована госпитализация в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, от которой был получен отказ. С учетом отказа от госпитализации дети были помещены в изолятор, получали медикаментозную терапию и находились под наблюдением медицинских работников. В 2 часа 40 минут уже 2 мая в связи с увеличением числа заболевших в соответствии с действующим законодательством информация о возникновении чрезвычайной ситуации, уже зарегистрировано 9 заболевших, передана в Главное управление МЧС России по Удмуртской республике. Медицинскими работниками осмотрены дети с признаками заболевания, назначено лечение, дети изолированы, организовано динамическое медицинское наблюдение. Но уже была на месте, туда же прибыли Роспотребнадзор, Матюшина Наталья Сергеевна и Следственное управление. К 6 часам утра 2 мая количество обратившихся за медицинской помощью составило уже 26 человек. Проведено оперативное совещание с сотрудниками МЧС, руководством лагеря и руководителем групп. Дополнительно направлено 2 бригады скорой медицинской помощи. После проведенной информационной работы в 7:30 утра начата медицинская эвакуация пациентов в инфекционную клинику. После того, как прибыл я, мы провели оперативное заседание со всеми присутствующими. В первую очередь наша задача была определиться с отправкой детей в инфекционную клинику, что мы и сделали впоследствии. До 17 бригад медицинской помощи было привлечено к этой работе. Но первый же разбор ситуации на месте, общение с детьми, общение со старшими групп, общение с руководителем лагеря и с организатором всего мероприятия показало абсолютную неготовность к этому мероприятию. Я тут, конечно, и критику в адрес городской администрации должен тоже высказать, потому что я был уже на месте, разбирал ситуацию, город Ижевск еще не прибыл, только в районе 9 часов подъехала администрация города в лице руководителя города, руководителя района, и уже дальше началась непосредственная работа их на месте. Наша задача была организовать питание детей, потому что прекрасно понимали,
придя в столовую, мы с Натальей Сергеевной тоже все посмотрели ситуацию. В этой столовой кормить детей было нельзя. Столовой не соответствовала самым элементарным нормам, но я говорю чисто как обыватель, не как медицинский работник, по санитарному состоянию, по грязи. Грязные столы, не отмытые, вплоть до того, в течение дня, извиняюсь, заместитель председателя правительства отмывала эти столы хлоркой. Когда мы попытались выяснить ситуацию, а где же и кто должен этим заниматься, во всем лагере была одна уборщица на 370 детей. В этом лагере находилось 370 детей, в Югдоне все остальные. Поэтому, коллеги, вот я немножко эмоционально говорю, потому что сам был свидетелем всех этих моментов, но это показывает на полное отсутствие организации процесса. Полную. Я не очень понимаю, как организаторы, приехав в этот лагерь, могли согласиться с проведением там такого подобного крупнейшего российского масштаба мероприятия, потому что самый элементарный осмотр мест проживания, места питания детей, он показывает, что там этого делать было нельзя. Главным врачом Республиканской инфекционной клинической больницы оперативно было развернуто 100 коек для приема детей. В данной медицинской организации созданы условия для оказания специализированной квалифицированной медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией. Тут же были отобраны все необходимые пробы, отосланы на анализ для того, чтобы определиться, что же это все-таки за вирус, за инфекция или это пищевое отравление. Еще один момент по лагерю. Когда дети стали обращаться с заболеваниями, с болезнями, а симптомы были очень страшные, это тошнота, рвота, жидкий стул, вплоть до того, что там чуть ли не до потери сознания, хотя температуры в первый период не было такой явной, сильной, потому что мы разговаривали с детьми. Потом она уже попозже стала подниматься, но, видимо, инфекция так протекала. Я думаю, Наталья Сергеевна расскажет об этом лучше, как профессионал. Так вот, врач, который их первичный осмотр проводил, 74 года. Лагерь заключил договор с врачом, 74 года, акушер-гинеколог, 5 лет как нет сертификата. Вот ошибка на ошибке, даже не ошибка на ошибке, это просто бесконтрольное, безответственное отношение. С 9 утра 2 мая в лагере организован постоянный действующий пост из 6 врачей-педиатров. В очаге работало, я уже сказал, 17 бригад скорой помощи. Если изначально руководители групп прятали детей от медицинских работников, поскольку это был день отъезда уже из лагеря, и все надеялись спокойно уехать мирно, что называется, да? Но при таких симптомах, безусловно, выезжать было невозможно, потому что то, что творилось в помещениях, где дети находились, я даже не знаю, слова какие подобрать, уборщика не было, и все помещения были в рвотной массе. Это вот состояние, конечно, эмоции, опять же, у меня, конечно, коллеги, но то, что не организовано самые элементарные санитарно-гигиенические нормы и нормативы, вот это, конечно, показатель. Всего за период со 2 мая по 3 мая было госпитализировано 99 человек, из них 82 ребенка и 12 взрослых, а также 5 сотрудников пищеблока лагеря. Из проведенных проб к вечеру 2 мая выделен нора и ротавирус у 4 детей, на 5 мая из промывных вод выделен стафилококк. Это говорит о том, что действительно присутствовала просто элементарная грязь, элементарные не отмытые столы, стулья, элементарные графины, из которых дети на самом большом массовом мероприятии пили воду. Что касается воды, коллеги, когда я начал разговаривать с директором лагеря, казалось, что пробу воды считалась нормальной. Но это не ответ, коллеги, потому что сейчас как раз процессы идут паводка, грунтовые воды разгружаются, попадают в питьевые воды, и, соответственно, все могло произойти. Со 2 мая в инфекционной клинике организована работа телефонной горячей линии с явными признаками заболевания.
Всем детям даны рекомендации по соблюдению правил гигиены. Перед посадкой в автобус каждому руководителю группы медицинскими работниками выдавались медикаменты на случай возникновения заболевания у детей и памятка по правилам приема лекарственных препаратов. Это после того, как принято было решение, рекомендовано главным санитарным врачом Российской Федерации все-таки детей отправлять домой. Была такая мысль, что до получения полного анализа результатов детей оставить пока здесь, но по согласованию с главным санитарным врачом детей отправляли домой. По всему пути следования детей организовано сопровождение специалистами Роспотребнадзора. 6 мая все госпитализированные участники мероприятия выписаны и убыли домой. По состоянию на утро 10 мая в инфекционной больнице находится 5 человек. Это сотрудники пищеблока до получения отрицательных контрольных анализов. Контрольные анализы запланированы на сегодня. Правительством Удмуртской республики надзорными органами в период ЧС были приняты следующие меры реагирования. Но это уже, так сказать, некоторые выводы. Был создан оперативный штаб. Сначала под моим руководством, потом под руководством на месте заместителя председателя правительства Судариковой Натальи Алексеевны. Организовано горячее питание, обмен и переоформление билетов, проживание прибывших родственников. В оперативном режиме осуществлялась отправка участников мероприятия. Организовано эстафетное сопровождение детей детских групп при перевозке железнодорожным транспортом. Перед посадкой в железнодорожный автомобильный транспорт дети осмотрены инфекционистом, заболевших не выявлено. Выездное заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии в этом мероприятии и все его службы тоже активно занимались всеми процессами доставки детей, отправки детей. Неочередное расширенное заседание санитарной противоэпидемиологической комиссии правительства с участием руководителей детских оздоровительных лагерей с детальным разбором ситуации проведено 3 мая. То есть эту работу мы сразу по горячему следу провели, но дальше ее тоже будем организовывать. Дана оценка ситуации и своевременности принятых мер, определен план первоочередных профилактических мероприятий с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Коллеги, еще, наверное, пару моментов должен сказать. Вот когда приезжаешь в лагерь, в этот лагерь, да, он у нас и лагерь, и база отдыха, первый приезд, все ворота нараспашку. Ну, то есть привезли туда детей, никакого входного, выходного контроля нет. Второе, я спросил, проведена противоклещевая обработка? Нет, зачем? Говорит, мы только 15 мая ее проведем, когда у нас будут заезды детей уже с июня месяца. А на улице стояла достаточно теплая погода, лагеря детей, в обязательном порядке информировать муниципальные и государственные органы власти о планируемых мероприятиях. Надзорным и контрольным органам усилить контроль за санитарным состоянием лагерей, баз отдыха и других мест массового пребывания и отдыха людей на всей территории республики. Установить персональную ответственность глав муниципальных образований Удмуртской республики за организацию и проведение массовых мероприятий на закрепленных территориях. В рамках предстоящего оздоровительного лагерного сезона летнего провести усиленную подготовку инфраструктуры, обратив особое внимание на противоклещевую обработку территорий и санитарную подготовку объектов. Я думаю, что Наталья Сергеевна, оздоровительные лагеря. Пока на этом этапе, коллеги, все. Дальше будем проводить разбор ситуации более углубленный по всем направлениям и выводы сделаны санитарные. Мероприятий. Вот игр, оно еще и неизвестно, потому что на сегодняшний день у нас нет сведений о количестве волонтеров, которые принимали участие, питались в этой столовой, количество гостей, которые принимали в этом участие, потому что ни одна официальная цифра ни в одном документе, сколько количество детей было там задействовано, на сегодняшний день нет. Заболевшие дети предъявляли жалобы на боли в животе, рвоту, жидкий стул, температуру до 38 градусов. После осмотра детей дежурной бригады инфекционной больницы выставлен предварительный диагноз пищевая токсикоинфекция. Управлением был организован отбор и исследование проб питьевой воды, пищевого сырья, готовой продукции, суточных проб, смыва с внешней среды пищеблока, биологического материала от сотрудников пищеблока и больных.
Пробы всего было отобрано и исследовано 235 проб. Пробы доставлялись в вирусологическую лабораторию и микробиологическую в оперативном порядке по мере их отбора. Первые результаты были получены уже к 17 часам в тот же день. В суточной пробе салата выявлены экспресс-методом ПЦР норовирусы, а уже через час норовирусы были обнаружены у заболевших детей. Вспышка была расшифрована в первые сутки эпидрасследования. По окончательным результатам исследования на сегодняшний день норовирусы выделены от сотрудников пищеблока в смывах с внешней среды пищеблока, в мясном полуфабрикате, суточной пробе салата. Стафилококк от сотрудников пищеблока в 2-суточных пробах. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смывах с оборудования инвентаря кухонной и столовой посуды. Сотрудники пищеблока с признаками заболевания постановлением главного государственного санитарного врача по Удмуртской республике были направлены на госпитализацию в инфекционную больницу, где проходят лечение по настоящее время. В ходе проведения расследования причин возникновения инфекционных заболеваний выявлены следующие нарушения санитарного законодательства в лагере. Назову только самые основные. Санитарно-техническое состояние пищеблока крайне неудовлетворительное. В производственных помещениях, обеденном зале, складских помещениях не проведена генеральная уборка, а текущая уборка проводится некачественно. В производственных помещениях столовой имеется большое количество мух. Профилактическая дератизация помещений пищеблока спальных корпусов не проводилась с сентября 2016 года. 16 работников столовой и 20 сотрудников лагеря на момент проверки работали без медицинских книжек, или 63% от всего персонала лагеря. Все они были незамедлительно отстранены от работы для прохождения медицинского осмотра. Выдача готовой пищи проводилась без контроля бракеражной комиссии. Поварами нарушались технологии приготовления блюд, в том числе салатов. При хранении продуктов питания, продуктов полуфабрикатов нарушалось товарное соседство. На пищеблоке отсутствовало утвержденное меню на все дни чемпионата, а также не составлялось ежедневное меню-раскладка с указанием выхода блюд. То есть ни одного официального документа мы не смогли получить. Не были включены в меню пищевые продукты: напиток сывороточный пастеризованный фитнес, молочный коктейль топтышка, мороженое. Вышеперечисленные продукты хранились с нарушением температурного режима и были доставлены в лагерь спонсорами без документов, подтверждающих качество и безопасность. А также в меню не были включены блюда, продукты, предназначенные для сухого пайка и реализуемые через буфет данного лагеря. Суточные пробы оставлялись, но не в полном объеме, а некоторые пытались заменить до нашего приезда, то есть горячими хранились в холодильнике как 2 мая за 30 апреля. Нарушение санитарных правил в приготовлении блюд для детей, использовался запрещенный продукт майонез. Нарушался питьевой режим. Для детей в обеденном зале организовали розлив некипяченой воды из-под крана, непромытые графины. В спальных корпусах 20-литровые бутыли, при этом не обеспечили детей одноразовыми стаканчиками. В то время как вода из скважин и разводящей сети не была исследована на показатели безопасности гигиеническим нормативам. Скважины на данный момент не были промыты и не продезинфицированы. Спецодежда у поваров была грязная. Менялась она не своевременно ввиду отсутствия достаточного количества комплектов на замену. У каждого повара всего был 1 комплект. В лагере не проводился производственный лабораторный контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды. Столовая не обеспечена в достаточном количестве технологическим оборудованием. Что касается содержания лагеря на момент обследования, территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии, не проведена уборка территории после зимы, не вывезен бытовой мусор. Не проведены профилактические обработки территории и барьеры лагеря, дератизационные и противоклещевые. Не соблюдались нормы площади на 1 ребенка в жилых помещениях. Вместо 4 ребят по нормативам в комнате проживали 5. Неорганизованная стирка спецодежды, в том числе для работников пищеблока в соответствии с санитарными правилами. Стиральная машина была установлена в одной из туалетной комнаты. Хотелось бы отдельно остановиться на медицинском обеспечении лагеря. Медицинский работник, врач, работал в лагере по договору, но какую роль он выполнял, сказать сейчас трудно. По крайней мере, 2 основные функции он не выполнил. При обращении первых больных, как оказалось, это было вечером 1 мая,
не подал экстренные извещения в областях гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике, не отобрал биологический материал от больных и не изъял из употребления подозрительные пищевые продукты. 100% отсутствие медицинского контроля за организацией питания, питьевого режима и проживания детей. Медицинский работник, как выяснилось позже, не имел права голоса на пищеблоке. Кроме того, помещение медицинского кабинета на момент проверки использовалось не по назначению. Там проживали 2 сотрудника лагеря. Таким образом, по результатам эпидемиологического расследования можно сделать вывод, что возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи, наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание которые были направлены для рассмотрения заболеваний острой-кишечной инфекции. Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту было организовано эстафетное сопровождение детских групп при перевозке железнодорожным транспортом. По полученным данным, случаев заболеваний в пути следования не зарегистрировано. Списки участников данного мероприятия нами были направлены Управлению Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для организации медицинского наблюдения и проведения противоэпидемических мероприятий. Пробы биологического материала заболевших направлены в референт-центр по острокишечным инфекциям научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора в городе Москва для типирования вирусов. Последняя проверка управления лагеря «Дружба» была проведена в августе 2016 года, при которой были выявлены аналогичные замечания: нарушение содержания помещений проживания детей в спальных корпусах и нарушение в организации питания. По результатам проверки было вынесено 3 постановления административного правонарушений в отношении директора, заведующей столовой, кладовщика. Выдано предписание по устранению нарушений сроком до мая 2017 года, то есть до приемки лагеря к летнему сезону. Все лагеря, как загородные, палаточные, так и пришкольные, управлением обследуются перед началом летней оздоровительной кампании, а также проводятся проверки во время эксплуатации лагеря при 100% охвате проверками загородных лагерей. В 2016 году таких проверок было 167. По результатам за выявленные нарушения вынесено 240 постановлений административного правонарушения на сумму более 1 миллиона рублей. Работа 4 лагерей была временно приостановлена. 1 лагерь не был открыт. Для справки, Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской республике 3 апреля 2017 года направлялся запрос в Министерство образования и науки Удмуртской республики о предоставлении информации о проведении массовых мероприятий в 2017 году, в которых участвуют дети из других субъектов Российской Федерации. Ответ получен 20 апреля о том, что массовые мероприятия не предусмотрены. Необходимо отметить, что в лагере также не были организованы мероприятия по профилактике природно-очаговых инфекций. Управление регулярно информирует жителей Удмуртской республики об эпидемической ситуации по заболеваемости клещевыми инфекциями и геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Организаторам необходимо было позаботиться о здоровье детей, приезжающих из других регионов Российской Федерации, где случаи природно-очаговых инфекций не отмечаются, прививки от клещевого вирусного энцефалита не проводятся, а медицинский работник был просто обязан провести инструктаж с детьми по профилактике заболеваний природно-очаговых инфекций и проработать вопрос совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской республики о возможности в случае необходимости проведения серопрофилактики детям. Эпидемиологическое расследование продолжается. Управление активно сотрудничает со Следственным комитетом. По завершению расследования материалы будут направлены в прокуратуру Удмуртской республики для принятия мер прокурорского реагирования. Сотрудники управления готовы оказать содействие возмещению ущерба, причиненного вреда здоровью детям. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей в оздоровительных учреждениях необходимо обеспечить качественную подготовку оздоровительных учреждений к работе в летний период 2017 года и выполнение требований санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании и в сфере защиты прав потребителей. Обеспечить проведение коррекционных и дератационных обработок в соответствии с действующими санитарными правилами. Укомплектовать оздоровительные учреждения квалифицированными кадрами, в том
числе работниками пищеблоков и медицинскими работниками, имеющими специальное образование и опыт работы в детских учреждениях. Организовать работу по гигиеническому обучению персонала оздоровительных лагерей до начала работы каждой смены. Обеспечить обследование работников, связанных с питанием детей загородных оздоровительных учреждений на острые кишечные инфекции вирусной этиологии. Обратить особое внимание на вопросы организации питания. Обеспечить оздоровительные учреждения достаточным количеством холодильного и технологического оборудования. Доклад закончен. Наталья Готова Сергеевна, ответить на вопросы. спасибо. Присаживайтесь, наверное, исчерпывающий доклад. У меня большая просьба, этот доклад, Виктор Алексеевич, направить всем главам муниципальных районов и городских округов, потому что это, по сути, дорожная карта, что нужно делать, такая инструкция к применению. Давайте еще коротко. Владимир Анатольевич, вам есть что добавить по этой теме? Вы же занимаетесь опросом. И потом Сергей Валентинович Панов. Уважаемые участники совещания, мне очень приятно было выслушать критические доклады представителей правительства и руководителя Роспотребнадзора. Я даже не могу понять сейчас, кто у нас вообще виноват за ситуацию, которая сложилась с этим вопиющим ЧП. Получается, что у семей нянек дитя без глазу. А вот с кого спросит президент Российской Федерации? Вроде нет виновных. Я думаю, с руководства Удмуртской республики. Можно. Тем более тогда. А вот в Карелии было ЧП, когда с гибелью детей по количеству недостатков Карелия отдыхает. Здесь было гораздо больше допущено разного рода недостатков, а ведь там был арестован руководитель Роспотребнадзора. Поэтому, когда мы перекладываем вину на всех, все-таки надо посмотреть на себя. А где мы были, когда все это ЧП произошло? Этот чемпионат интеллектуальный, спортивный, конечно, был, безусловно, ярким, знаковым событием не только для Удмуртии, но и для всей России. Огромная честь Удмуртии принимать эту творческую молодежь была нам оказана. Это будущее России, наверное. Но, к сожалению, вопиющая безответственность организаторов и бездействие ряда должностных лиц при осуществлении полномочий по организации и обеспечению отдыха детей превратили детский интеллектуальный конкурс в очаг вирусной инфекции с присвоением статуса чрезвычайного происшествия и в конечном итоге в очередное позорище Удмуртской республики. Вот для каждого человека есть знаковые места. У кого-то в каком-то месте было первое свидание, кто-то куда-то поехал на первое соревнование, а вот 500 лучших детей России, со всей России, для них Удмуртия было то место, где им пришлось, мягко говоря, лечиться от не очень приятного заболевания. Остается два вопроса. Кто виноват и в чем причина? Ответы сейчас ищут правоохранительные органы. Вот организатором, как принимающей стороной, в качестве главной площадки был выбран круглогодичный. Привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений в области нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В пищеблоке трудоустроено 4 человека, а к выполнению работ привлекалось еще 16 вольнонаемных лиц по приглашению заведующей столовой, которые, кстати, уже за допущенные вопиющие нарушения предъявлены обвинения по статье 236 Уголовного кодекса, и она вину полностью признала. Деятельность детского лагеря Роспотребнадзором при подготовке к летнему сезону не была проверена. Но я скажу, почему это не было сделано в конце. А ведь организаторы лагеря могли получить сведения в администрации Октябрьского района, управления Роспотребнадзора, что лагерь не готов к этому отдыху, а никто этим не воспользовался. Если рассмотреть в целом процесс организации, то он
остался вне поля зрения государственных и муниципальных органов, а также контролирующих организаций. Кто хотел примазаться к этому празднику, разместили на сайте, что у нас проводится мероприятие, а потом стыдливо стерли, когда это ЧП произошло. Вот в чем проблема? Проблема в том, что здесь лагерь является круглогодичного базирования. А у нас контролирующие и надзорные органы осуществляют только, как правило, контрольный надзор в каникулярное время. Вот в этом большая проблема. Еще 18 октября 2016 года в Управлением Роспотребнадзора было внесено представление, план заданий по подготовке этого лагеря к летнему сезону, а он круглогодичного действия. Однако контрольных сроков не было установлено, и все мероприятия были просто проигнорированы. Вот, понимаете, я, наверное, чуть-чуть повторю, но скажу, что установлено следствием, что дети в лагере не обеспечены питьевой водой, употребляли сырую воду из крана, отсутствовали медицинские книжки у работников столовой. Большая часть данных сотрудников вообще не была трудоустроена в детский лагерь. Фактически незаконно участвовали в оказании услуг по питанию детей. Хранение продуктов, уже говорили, там нарушалось с явным нарушением температурного режима. Не проводились осмотры персонала перед выходом на работу, запрещались использовать запрещенные продукты, не проводился лабораторный и так далее, и так далее, и так далее. По результатам лабораторных исследований установлено, что в результате допущенных нарушений 5 сотрудников столовой, не имеющие медицинских книжек, не проходившие соответствующее обследование и не имеющие трудовых отношений, оказались носителями норовируса, которым оказались впоследствии заражены более 90 детей. Ну, еще там куча нарушений, я отдельно потом в справке укажу эти все нарушения. Подводя итог вот своему выступлению, я хотел бы сделать акцент на то, чтобы органы власти и управления из произошедшего ЧП сделали выводы и все возможное, что не допустить подобного в нашей Удмуртской республике. Уже Виктор Алексеевич сказал кое-какие мероприятия, которые нацелены. Я подготовил и направил вам представление обсуждения причин, способствующих данному преступлению, которое подписал в пятницу. Оно к вам поступит. Вот нам кажется, что исполнительная власть Удмуртии в пределах своих полномочий не принимает достаточных мер по изданию нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность организации отдыха детей и созданию безопасных условий по их пребыванию. Вот так в Министерстве образования и науки Удмуртской республики по организации отдыха детей в летний период 2017 года содержатся лишь мероприятия по освоению бюджета и иных субсидий, что также свидетельствует о формальном поверхностном подходе к повышению качества и безопасности отдыха и оздоровления детей. В Удмуртской республике отсутствует закон или иной документ, определяющий порядок проведения подобных массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. В результате этого отсутствуют обязанности у организаторов по уведомлению контролирующих и надзорных органов о планируемом мероприятии, составлении и согласовании с надзорными органами его плана, обеспечивающего безопасность, а также качество предоставляемых услуг. Рассматриваемый случай свидетельствует о том, что в Ижевск прибыло более 500 несовершеннолетних, а также сопровождающих их лиц со всей территории России, но ни один контролирующий орган не обладал сведениями об этом и не принял мер к своевременной защите их прав и интересов. С учетом изложенного, необходимо разработать нормативный документ, определяющий порядок проведения подобных мероприятий, в особенности с участием детей, в котором предусмотреть права и обязанности каждого участника на всех этапах его проведения, начиная с подготовительной стадии и с требований сведения о состоянии здоровья детей, возможности их участия в подобных мероприятиях и заканчивая подтверждением благополучного возвращения детей в родные города. Целесообразно изменить подход к существующей контрольной и надзорной деятельности за учреждениями на постоянной основе, оказывающими рекреационные услуги, особенно в отношении совершеннолетних. Проверочные мероприятия необходимо проводить не применительно к периоду летней или каникулярной работы, а использовать адресный подход и предъявлять особые требования ко всем организациям, функционирующим на рынке оказания подобных услуг. При ином подходе деятельность подобных организаций за пределами летнего периода фактически является бесконтрольной и создает опасность для жизни и здоровья отдыхающих.
В качестве дополнительной гарантии стоит рассмотреть вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности лиц и организаций, которые оказывают рекреационные услуги несовершеннолетним. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Анатольевич. Сергей Алексеевич, сейчас все выводы сделаю, потому что у нас Наталью Алексеевну и Наталью Сергеевну нужно отпускать у них важный селектор с Поповой Анной Юрьевной. Поэтому спасибо, Владимир Анатольевич, присаживайтесь. Давайте коротко, чтобы все коллеги слышали, я сделаю резюме, что называется, о главном. Ну вот по тем предложениям, которые Виктор Алексеевич озвучил, и Владимир Анатольевич, я согласен и поддерживаю, необходимо все это сформулировать в едином документе поручений и отработать. Но что хочется сказать? Я не вижу здесь уполномоченного по правам предпринимателей. Здесь есть? Приветствую. Мы с вами говорили на встрече, да присаживайтесь, с бизнесом. Помните, да? Вы, в общем-то, не без оснований говорили, давайте, в общем, преференции и так далее, и так далее. Что я вам ответил? Да? Нужно смотреть экономику, нужно, чтобы бизнес там тоже ответственность на себя брал. Сначала про предпринимателей. Ну, слушайте, 503 ребенка. Ну вот что в голове должно произойти? Я не понимаю. Здесь мы можем написать массу законов. Регулировать, зарегулировать. Ну, какой-то, не знаю, но если нет ответственности, значит, ну, какой-то инстинкт самосохранения, что ли. Вот я проводил, как предприниматель, массу мероприятий такого, где много скопления людей. Вот у меня Александр Свинин здесь присутствует. Да, с чего мы начинали? Мы начинали с безопасности. У нас скорая помощь, и там, ну, все. Это, мне кажется, выходит за рамки, нужен закон или не нужен закон. 503 ребенка, это вопрос к бизнесу. Коллеги, когда мы, значит, там в полный рост и в голос даешь там свободы, да, преференции, поддержку и так далее, а ответственность где? Ну вот такой у нас бизнес получается. И сами себе копаем. Ну как, вот то, что прочитали, это же не просто, я даже не знаю, как это назвать. Ну, всех денег ты не заработаешь. Дети. Еще про бизнес. У меня просьба к правоохранительным органам, к регулирующим органам. Давайте здесь подходить разумно к этому вопросу, потому что я уверен, что есть предприниматели ответственные, которые думают и о безопасности, и о здоровье и так далее. Чтобы у нас не было, как в других регионах, ситуация произошла, взяли, позакрывали все там, зарегулировали так, что не вдохнуть, не выдохнуть. То есть ко всему этому подойти нужно разумно, но с бизнесом будем еще разговаривать. Без взаимной ответственности, сейчас можно все накидать там, значит, в сторону власти. Да я ответственен. Временно исполняющий обязанности главы региона ответственно за все, что происходит на территории, за все. Я никому не буду там объяснять, и себе не буду объяснять, что там закон был, его не исполнили и так далее. Вот я ответственное лицо. Пусть предприниматель, который принимал, скажет, я тоже ответственный. И несу ответственность, и буду там компенсировать и так далее, и так далее. Нет. Я уже смотрю, что в СМИ разворачивается такая история. Власть виновата, а он хороший, он молодец. Это власть виновата. Частный лагерь один, с частной компанией другой заключили соглашение. Власть виновата. Это первое. Второе. Коллеги, главы муниципальных районов и городских округов. Я поддерживаю ключевое предложение. Персональная ответственность. Потом не надо будет объяснять, был у нас закон, не был у нас закон, определяющий, значит, порядок. А это частник, а это не частник. Общайтесь со своими предпринимателями. У вас, и это Ижевска касается, других городов и населенных пунктов, у вас есть исчерпывающий перечень тех площадок, тех объектов, где могут быть там находиться дети. Вот я был на конкурсе по спортивным танцам, я специально обратил внимание. И скорая помощь, и безопасность. Организаторы подумали, видимо, об этом. Поэтому еще раз повторяю, коллеги, чиновники, персональная ответственность. Ну и я не хочу сейчас углубляться, Юрий Александрович.
вот мы с вами вроде бы друг друга понимаем. Разберитесь и соответствующие выводы сделайте. Потому что действительно на сайте появилась информация, она была, когда начали расследование, ее убрали, потом узнали, что мы узнали, обратно. Ну, честно, стыдно даже не хочется даже это обсуждать. Я не хочу там крайним какого-то рядового сотрудника администрации сделать. Нет, я виноват, еще раз. Но, коллеги, я с первого дня говорил, вот невозможно все, значит, зарегулировать и прописать, и четко по этой там, по инструкциям жить. Но есть какое-то еще человеческая составляющая. Наталья Александровна, спасибо, коллеги. Да. Сергей Валентинович, добавите? Прокурор Удмуртской республики. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники совещания. И мне добавить вот практически-то нечего. Вот то, что Александр Владимирович сказал, такие и у меня слова напрашивались. Не первый раз это все. Знаете, какой вывод хочется сделать из этой ситуации? Да, там законы, сегодня вокруг законов можно ходить. Мы в последнее время много говорим и о гнете. Наши же, ну, надеюсь, не оппоненты, а наши же коллеги по совместной жизни, бизнес, там малый, средний, говорят о том, что органы местного самоуправления, их кто-то поддерживает, говорит, да, гнет контрольно-надзорный. А вы представляете в стране, что такое бесконтрольно-надзорной работы? Мы сейчас 3 года ушли сознательно для того, повысить ответственность, о чем Александр Владимирович говорил. А итоги какие? Я вот вам дальше приведу. Не с точки зрения сегодня, у меня нет манеры такой обличать ранее до суда, как говорится, лиц совершения каких-то конкретных деяний юридическим языком говорят. Но вот здесь мы всегда говорим о вопросах нашего национального такого гильдяйства его назову. А вот здесь не разгильдяйство. Вот то, что я послушал и какая информация есть, ну, следствие разберется, у нас все они там делают конкретных виновных. Вот слушаешь, элементарно человеческая жадность, граничащая с какой-то бесчеловечным даже отношением к людям. Вот здесь, вот раньше бы мы сейчас сидим с Евгением Геннадьевичем, обсуждаем, 3 дня в ускоренном порядке, и, как говорят, 7 лет и писем нет. Ну, бояться-то хоть если за других не бояться, за себя-то почему не бояться, я понять этого не могу. Ну, и за других надо, это дети приехали. Поэтому здесь выводы я не хочу сделать, а вот какие-то предварительные, персональная ответственность, там много вопросов. Жадность в том, что вы думаете просто так, и вот эти какие-то нормы санитарно-эпидемиологические были нарушены по незнанию. Да это, вот я извиняюсь, школьник знает, который, что должна быть санитарная книжка, и мы когда каждый год объезжаем эти лагеря, первое, что в столовой спрашиваем, есть санитарная книжка, обследуем, что тут вообще ничего нету. Жадность, сэкономили. И вопрос, такое мероприятие всероссийского масштаба, мне вот что-то трудно верится, мы пока это не проверили, что кто-то из местных наших там руководителей в президиуме не восседал этого открытия. Ну как же так? Это как свадьба без баяна, как говорится. Кто-то же был там. И хорошо, что это совещание прошло. Случай он отвратительный, нехороший, конечно, но то, что вот мы сегодня обсуждаем, я просто хочу вам сказать, что в преддверии этого сезона отдыха детей, оздоровления, который мы его называем, в прошлом году вроде без ЧП прошли, и там у нас, конечно, в законодательстве есть нормы, правила, которые регулируют периодичность проведения проверок, в том числе связанных с отдыхом и оздоровлением детей. Там есть постановление правительства, вы знаете, что согласованию не подлежит, эта ежегодная процедура есть. Вот о том, что я сказал, сегодня я хочу вам просто и руководителям органов местного управления сказать, и органов государственной власти, сегодня закон изменен, кто следит. С 1 января, согласно федеральному закону, обязанности по организации, совершенствованию регулирования, там, контролю
возложены на органы исполнительной власти субъектов и органы местного самоуправления. Ну, еще раз, Александр Владимирович, я солидарен, все не урегулируешь, каждый шаг наш должно быть, ну, и в голове что-то. А практика вот наша все-таки показывает. Я вам приведу 16-й год, казалось бы, уже произошло определенная системность, там выезжаем, все смотрим, что вот в 2016 году по результатам прокурорских проверок организации отдыха и оздоровления детей прокурорами выявлено более 370 нарушений закона. В 2015 217. Чем больше работаешь, тем больше выявляют. В их целях только было по результатам рассмотрения более 100 представлений прокуроров дисциплинарной ответственности привлечено 87 лиц, к административной 42 лица. Это только по нашей линии, не считая то, что наши коллеги из контрольных органов здесь принимают самостоятельные органы санэпидемнадзора, упрощенно скажу, там пожарного надзора, значит, и так далее, и тому подобное. Ну и, естественно, я не буду. Вот вы хотите сказать, что мы каждый год, вот если кто-то думает о том, что выявляем новые, углубленно там идем, какие-то выискиваем галочки, палочки, что мы абсолютно нет. Одни и те же, что сегодня вот нам главный санитарный врач и сказал. Отсутствие санитарных книжек, отсутствие условий хранения пищевых продуктов, просроченные продукты. Это только вот одна тематика, связанная с питанием. И вот эти вот, извините, наши же с вами люди, или граждане, как правильно назвать, ходили и видели эти столы, и что они на грани большого фола ходят, никто ведь не сообщил. Также мы строим дороги, оказываем медицинскую помощь и так далее и тому подобное. Кто там должен? Каждому контролеру поставить, когда укол тебе в какое-то место ставят, тоже невозможно. И надо об этом тоже не забывать и говорить. Я здесь абсолютно согласен. Но я сейчас, конечно, вот это время отдыха наступает. Конечно, со своей стороны все контрольно-надзорные органы свой путь пройдут. И то, что Владимир Анатольевич сказал, не надо играть с этой тематикой. Она настолько тонкая и опасная, что когда приходит, ну ладно, мы завтра там подметем, пень срубим, вдруг запнется за него. Я своих коллег просто призываю, что здесь должна быть бескомпромиссность полная. И нет, не устранены никаких лагерей. Пусть, ну, как. Мы эту сферу, конечно, в коммерцию передали, думали, что бизнес, как говорится, вытянет, там, вложит средства. Вот сегодня сидим, разговариваем, уже есть, начинают строить и в этих лагерях здания без заключений, без подготовки, из дерева какие-то сколачивают из досок. Наступает же период хапка, большого нашего хапка. Всех загнать в лагеря, срубить денег за оздоровительность бюджета и на этом. Поэтому надо все смотреть. Я думаю, что, Александр Владимирович, здесь все совместными усилиями мы уже дальше будем Спасибо, Сергей жестко принимать меры. Спасибо. Дмитрий Александрович, добавите? Спасибо, Александр Владимирович. Уважаемые коллеги, ну, я, собственно, хочу обратиться ко всем сторонам этой ситуации. Неоднократно предупреждали, что не стоит пытаться замалчивать подобного рода события. Ну, и Виктор Алексеевич говорил, что информация поступает. Подключайте компетентные органы, подключайте органы власти. Начало происходить и подключили все ресурсы органов власти, административных ресурсов, там, в данном случае с позитивной точки зрения. И еще вечером, уверен, ситуация бы не стала развиваться таким образом. Не надо пытаться на себя брать большую ответственность, чем вы сможете вынести. Ну и в этом отношении, знаете, вот там и Владимир Анатольевич, и Александр Сергеевич подтвердят, что явка с повинной сильно облегчает душу. Не стесняйтесь, пожалуйста. Дмитрий Ильич, спасибо. Коллеги, я подрезюмирую, то мы так как-то ушли в сторону такую уголовно-процессуальную. Итог. И правительству, и уважаемым коллегам, кто возглавляет муниципальные наши районы и городские округа, выстраивайте нормальный, цивилизованный диалог с бизнесом. Это первое. Еще раз повторюсь, нам нельзя сейчас допустить зарегулированность. Я сталкивался с такими ситуациями очень часто. Эпизод произошел в одном субъекте Российской Федерации, по всей стране
позакрывали, предписания выдали. Прошу прощения, там и коррупция началась. Если не пойдешь навстречу, закроем и так далее. Аккуратней. Эту ситуацию точно нужно и можно брать под контроль, но через нормальный, цивилизованный, соответственно, диалог. Сергей Анатольевич, вы в целом правы, но вот вы упомянули, что вот мы передали бизнесам. Коллеги, вы знаете, не надо делать уже именно посвященной подготовке к сезону. Но вот на что Владимир Анатольевич обратил внимание, и хочу зацитировать, есть у нас базы отдыха и, соответственно, места пребывания детей круглогодично. Поэтому, Виктор Алексеевич, значит, соответственно, в регламенты нужно и в программы наши нужно внести коррективы. Спасибо всем за выступление. Мы продолжаем дальше, немножко выбиваемся из графика, но тема крайне важная. Так, у нас с короткими сообщениями о оперативной обстановке в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций Фомин Петр Матвеевич. Ну потом, Александр Сергеевич, я забыл. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые руководители.
Директора школ, учителя, преподаватели, это все понятно, но и наша здесь роль должна быть. То есть в чем она может заключаться? У нас есть возможность как-то поучаствовать в этом празднике. Я не имею в виду, что там мешать детям там веселиться и так далее, но здесь же важно как, чем будет наполнен праздник. Если у них нечем заниматься, да, они там линейку провели, какой-то торжественные 30 минут, а потом сами себе предоставлены. Ну, соответственно, понятно, потом значит, все это превращается в бесконтрольно. Если мы сможем им предоставить какой-то такой контент интересный, значит, наполнение, то, наверное, и будет меньше риска такого бесконтрольного, значит, поведения, и они не будут в поиске, чем бы занять себя еще там до утра. Поэтому здесь я уверен, что в каждом городе у нас будут мероприятия такие централизованные, но давайте подумаем еще раз внимательно, что мы можем дополнить. До конца этой недели нам нужно, значит, сформировать план мероприятия. Спасибо. Тем более я напоминаю, что это же как бы нельзя оторвать. Последний звонок, он через 3 недели плавно перейдет в выпускные вечера. То есть тут Совершенно верно. Спасибо за поддержку. Спасибо, Александр Сергеевич. Так, у нас посевная. Мы на прошлом аппаратном задавали вопросы по доведению средств. Я так понимаю, что Сергей Аркадьевич Тугрев доложит по этой теме. Коротко. Качество семян в районах Селтинском и 55% на Горском 66. Продолжается протравливание семян зерновых и зернобобовых культур 35,5 тысяч тонн. Это на 2,5 тысячи выше, чем в прошлом году. К сожалению, прохладная и дождливая весна не позволила селянам выехать на весенние полевые работы в более ранние сроки. Если в прошлом году на 18 апреля массово приступили к баранованию и подкормке озимых культур и многолетних трав, тогда как в текущем году активно выехали в поле только 28 апреля. Баранование зяби проведено на площади 236 тысяч гектар, это 80%. На 9 мая посев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 111 тысяч гектар, что составляет 39%. В прошлом году на аналогичную дату было посеяно 87%. Близки к завершению посева ранних яровых и зерновых зернобобовых культур в Волжском районе 86%. В этом районе завершили 3 хозяйства посевные работы. Это Мичурина, Жуя-Можга, Восход. Алнашский район 82% завершили посев Прогресс, ИП Сергеев, Полеп, и Можгинский район 79%. В то же время по 7% посеяно в Болезинском, Глазовском и Ярском районе. 3 района республики продолжают посев льна долгунца. На 9 мая текущего года посеяно льна долгунца 659 гектар или 16% от плана. 71% посеяно в Можгинском районе льна, 18% в Шарканском районе, 13% в Вигринском районе. Продолжается посев многолетних и однолетних трав, кукурузы. Приступили к посадке картофеля и овощей. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур приобретено минеральных удобрений 14,5 тысяч тонн или 16 килограмм в действующем веществе на 1 гектар посевной площади, что на 4,5 гектара 4,5 килограмма в действующем веществе нынче выше. В Красногорском районе чуть более килограмма, в Ярском около 4 килограмм, Кизнерском 5,5 килограмм в действующем веществе. В Камбарском районе удобрения вообще не приобреталось. Подкормка озимых культур проведена на площади 23 тысячи гектар, что на 3 тысячи выше уровня прошлого года, а по многолетним травам подкормка проведена на площади 33 тысячи гектар, что в 2 раза больше уровня прошлого года. Непосредственно в посевной кампании этого года задействованы более 5 тысяч тракторов, более 2 тысяч сеялок и посевных комплексов, более 2 тысяч культиваторов и другой техники. Ну и подготовка техники в этом году тоже все-таки процент повыше, чем в прошлом году. В наличии 5130 тонн дизельного топлива в хозяйствах района, проблем с топливом нет. Задача завершения посевной в оптимальные агротехнические сроки и увеличения посевных площадей
на 24 тысячи гектар. Соглашения с каждым районом заключены. По финансированию на сегодняшний день из федерального бюджета перечислено сельхозтоваропроизводителям 539 миллионов рублей. Это 45% от доведенных с бюджета средств до республики. С нашего бюджета, с удмуртского бюджета, перечислено на сегодняшний день 367 миллионов рублей, 26%, и итого из двух бюджетов 906 миллионов рублей. У меня вкратце все. Спасибо, коллеги. Вопросы есть по этой теме? Сергей Ильич, спасибо. Присаживайтесь. Давайте мы очень коротко остальные вопросы пройдем. Коллеги, у нас произошли в течение этого месяца некоторые назначения. Я сейчас вам буду представлять коллег, и они вкратце о своей работе вам расскажут. Итак, Хомич Михаил Викторович, исполняющий обязанности постоянного представителя главы Удмуртской Республики при президенте Российской Федерации, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики. Михаил Викторович, коротко о функциях и работе представительства. Добрый день, спасибо большое. Александр Владимирович, спасибо большое, Виктор Алексеевич, члены президиума. У меня была презентация, да. Значит, если говорить о стратегии работы постоянного представительства, то ее можно представить на презентации из одного слайда. Фактически есть несколько ключевых задач, но главные две. Первая называется «Инвестируй в Удмуртию». Мы все понимаем смысл сказанного, это очень необходимо. Уже составлен график встреч. Встречи проводятся с инвесторами разных уровней, причем мы должны критически взглянуть на текущую инфраструктуру. То есть мы проводим интервью, каким должен быть инвестиционный портал, какая должна быть карта инвестиционных возможностей, смотрим опыт других регионов. Кроме того, сейчас есть достаточно сложный маршрутизатор для инвестора. Ну, то есть вот если человек хочет вложить там, $1 миллион, вот хочет принести, вот что он конкретно будет делать, кому он конкретно пойдет, какие ответы он получит. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы подумать о другом маршрутизаторе для инвесторов. Также очень важная часть — это мероприятие внутри Удмуртской Республики. 25-26 день предпринимательства. И он будет достаточно представительным. И для нас важно, чтобы он прошел на высоком уровне. И, соответственно, были гости, которые также останутся не просто довольны, но и с точки зрения бизнеса довольны этим мероприятием. Но и также есть мероприятия вне Удмуртской Республики, есть форумы ключевые, где мы тоже должны быть представлены. Мы определяем сейчас список этих форумов. И определяем, как мы там будем представлены, может, там будем выкупать какие-то, например, стенды, да? Я дополню одну секундочку, да. Коллеги. Что касается первого тезиса, и прозвучал такой термин «маршрутизатор». Иными словами, если я хочу вложить в какой-либо проект в Удмуртской Республике некую сумму денег, у нас достаточно сложный и очень долгий путь до получения неких документов инвестора. Там мы насчитали сейчас 60 дней. У нас сейчас ключевая задача вместе с экономическим блоком, с агентством инвестиционного развития и с Александром Свининым сделать этот путь как можно короче. Это первое. И режим одного окна. И инвесторы, и предприниматели, которые здесь работают, должны не там в одно, второе, третье, пятое министерство, агентство и так далее, а вот в одно место обращаться и там получать исчерпывающие ответы. Это первое. И второе. По поводу 25 и 26 мая. Ну, здесь я просто дополню Михаила. Здесь не столько и не столько, чтобы кто-то был, имеется в виду, из приезжих доволен, хотя мы действительно ожидаем достаточно высоких гостей, в первую очередь качественных экспертов. Нам важно, чтобы по результатам Дня предпринимателя у нас появилась реально разработанная с бизнес-сообществом реально дорожная карта, чего нам нужно сделать для того, чтобы инвестиционный климат в Удмуртии был лучше, чтобы действительно инвестировали в Удмуртию, чтобы предприниматели, работающие здесь, были заинтересованы в инвестиции и в развитиях. Мы сейчас этим занимаемся, проинвентаризировать все инвестиционные программы, все программы развития, все федеральные целевые программы. У нас их
огромное количество, я имею в виду в России, в том числе большое количество в Удмуртии, вот, но насколько они эффективно работают, это большой вопрос. Также, чтобы потом не возвращаться к этой теме, значит, мы, как я обещал, со всеми бизнес-сообществами будем встречаться. Я уже встретился с коллегами из значит, Ассоциации легкой промышленности. Соответственно, у нас есть такая небольшая дорожная карта, что нам в этом направлении делать. Совсем скоро буду встречаться, вот буквально 17-18 и с Ассоциацией развития, и Деловая Удмуртия, и с другими. Для чего? У нас очень много возможностей внутри, но слабые горизонтальные связи. Нам нужно, чтобы крупный бизнес, представители военно-промышленного комплекса, там у каждого предприятия профессионалы такого уровня, что там у них учиться и их приглашать менторами. Вот я Геннадия Ивановича Кудрявцева вижу, ну, слушайте, там никакой MBA не нужен, нам просто час с ним пообщаться, и это уже огромный опыт и для других предпринимателей. Это по первому пункту. Теперь по сделано в Удмуртии. Извините. По сделано в Удмуртии, да, я еще дополню по первому пункту, что мы проводим уже реальные интервью с инвесторами, которых сажаем и говорим, вот сайт, вот у тебя есть деньги, вот давай, что ты будешь делать, куда ты пойдешь. Теперь, если говорить о втором пункте, сделано в Удмуртии, но здесь речь уже не только о бизнесе, хотя о бизнесе тоже. Вы знаете, иногда приезжаешь куда-нибудь, ну вот, например, в некоторых европейских странах это бывает. Вот лежит мясо на витрине, и в каждый кусок воткнут флажок. Не страны, где сделано, а региона страны, где сделано. Вот я думаю, что это, наверное, все-таки уже, конечно, крайность, но нам точно есть чем гордиться, да? И здесь тоже есть задача определить список основных площадок, где Удмуртия должна быть представлена, но здесь уже речь не только о бизнесе. Здесь есть богатые культурные традиции. У нас всем известный праздник Гербер приближается, у нас есть замечательная продукция ВПК, у нас есть туризм. И наша задача достойно представлять республику. Я в этом вижу задачу постоянного представительства. Это что касается вопроса «сделано в Удмуртии». У меня этот слайд есть же также на удмуртском языке, поэтому, соответственно, это тоже важно. Ну и говоря об еще одной задаче постоянного представительства, ее здесь нет, но она, тем не менее, очень важна. Мы хотим, чтобы представительство стало домом. Домом для кого? Для предпринимателей Удмуртии, и не только для предпринимателей, для любого гостя, кто хочет приехать. Мы будем организовывать там мероприятия, будем организовывать лектории на различные темы. Уже мы продумываем вопрос, чтобы сделать курсы удмуртского языка. Уже мы думаем о выступлениях. Вот только что мы организовывали визит Александры Александровны Кузнецовой, которая приезжала на Парад Победы. То есть это в том числе, это не только предпринимательская история, это еще история культурная. Вот такие три задачи: инвестируй в Удмуртию, сделано в Удмуртию и преобразование постпредства. Уже сейчас у нас готов проект ремонта, это будет современное здание. В общем, добро пожаловать. Спасибо. Вопросы есть к Михаилу Викторовичу, коллеги? Ну, в общем, мы только в самом начале, у нас очень много вопросов к представительству, там и оптимизация по организационно-штатной структуре должна быть, по автомобилям, по ремонту здания. Сейчас это такое вот что-то непонятное. Но достаточно серьезные возлагаются задачи на представительство и на Михаила Викторовича непосредственно. Спасибо, присаживайтесь. Далее произошло назначение. У нас, значит, руководителем пресс-службы стала Волкова Екатерина Владимировна. Коротко о главном, что называется. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, участники совещания, журналисты. 4 мая президент... Меня слышно? 4 мая президент России Владимир Владимирович Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития обратил особое внимание на важность участия общественного и гражданского контроля. Не последнюю роль в этом процессе играет и открытость органов власти. Гражданам довольно сложно подключиться к какому-то проекту, если они попросту не знают, чем заняты чиновники, где их найти и как сообщить о своих проблемах.
Новое время предъявляет новые требования и в первую очередь к власти. Наша задача сделать так, чтобы общественность могла оперативно и полно получать информацию о деятельности главы и правительства региона, о деятельности муниципалитетов. Темп жизни ускорился, и количество информационного шума увеличилось кратно. Сделать так, чтобы жители Удмуртии не пропустили в этом потоке решения, которые напрямую влияют на качество их жизни, это также наша забота. На сегодняшний день формируется новая структура пресс-службы, но уже сейчас понятно, что мы однозначно должны идти по пути максимальной открытости. Люди должны получать информацию там, где им удобно. Мы не считаем, что официальный сайт органа власти – это единственное возможное место получения информации. Это, безусловно, не так. Нам необходимы площадки для открытого диалога, обсуждений. Если такими площадками комфортными и привычными для людей суждено стать социальным сетям, значит, мы будем развиваться в этом направлении. Если какой-то части населения республики удобнее получать сообщения в Одноклассниках, значит, мы будем информировать их в Одноклассниках. Если для открытого диалога необходима социальная сеть ВКонтакте, значит, мы будем делать это там и так далее. Неважно, какая это будет площадка, какая это будет социальная сеть. Главное, чтобы люди видели, как меняется ситуация в регионе и могли вносить свои предложения. Но это, конечно, не значит, что мы не будем информировать людей через традиционные медиа. Конечно, нет. Наоборот, эту работу мы усилим и разнообразим. Мы будем чаще встречаться с журналистами и блогерами, представителями районных изданий. Жители поселка, на наш взгляд, поселков и деревень не должны быть ограничены в доступе к информации о деятельности руководства региона или муниципалитета. И вне зависимости от того, есть ли в населенном пункте интернет, люди должны получать качественные и достоверные данные. Извините. Правительство региона, и это понятно уже сейчас, как минимум раз в квартал должно рассказывать людям через прессу и не только о проделанной работе. Кроме того, мы готовы и будем заниматься проблемами, с которыми сталкивается региональная журналистика. Уже в июне в Ижевск приедет министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. С его участием и участием других федеральных экспертов мы проведем двухдневную конференцию для всех представителей прессы, как республиканских, так и районных изданий. Мы постараемся охватить круг злободневных тем о подготовке кадров и разнообразию контента до оптимизации расходов редакции. В общем и целом, подводя итог вышесказанному, отмечу, что пресс-служба должна быть открытой, оперативной, многозадачной и эффективной. Перед Удмуртией сегодня стоят амбициозные задачи, и мы понимаем, что для решения многих из них мы в первую очередь заинтересованы в развитии, в том числе и медиасреды. Екатерина, спасибо. Коллеги, я добавлю буквально коротко. Екатерина тихо все это рассказывала, может быть, не уловили. Первое, мы заинтересованы в развитии такого СМИ-сообщества. У нас есть договоренность с министром связи и коммуникации Николаем Никифоровым, что он приедет, и мы здесь проведем достаточно качественное мероприятие. Оно будет ориентировано на запрос журналистов, глав, владельцев издательств, блогеров. Это мы постараемся сделать в июне, это первое. Ну и второе, о чем хотелось бы сказать. Конечно, я уже об этом говорил, что открытость наша с вами, я имею в виду и депутатов Государственного совета, и чиновников, и глав городов, районов, это самая лучшая стратегия в развитии. Граждане должны знать, что делает власть для решения проблем, что делает власть для развития. Сделано, я 10-й раз повторяю, немало. Вот один из примеров. Я сразу хочу поблагодарить всех, кто организовывал форум «Спорт, туризм и отдых». Форум прошел на очень высоком уровне, качественный уровень. Я приезжаю в Москву, в представительстве встречаюсь там с предпринимателем. Я его не знаю, но он был у нас, оказывается, на форуме, приехал, и он в восторге. Он говорит: слушайте, классное мероприятие, такое качество, стендов и так много всего в Удмуртии. Но до подготовки у нас минимум было, у нас даже не было задачи транслировать его на федеральные СМИ. Понимаете, это первое. Второе, вот я побывал в Воткинске, закрытие фестиваля Чайковского. Но это однозначно, это я могу точно сказать, это есть с чем сравнивать. Это даже не регионального и не российского, это мирового уровня мероприятия.
Абсолютно точно. Во-первых, музей, который, ну, я во многих музеях мира был, да, это, повторюсь, высокое очень качество, профессиональное очень. А во-вторых, непосредственно мероприятие, я уверен, что в течение 60 дней фестиваль был очень качественным и заметным. Но опять же, в федеральной информационной повестке практически ноль. Практически ноль. Екатерина правильно сказала, нам есть чем гордиться, у нас очень много, что можно экспортировать, я имею в виду информационно и в стране, и в мире. Давайте это делать. Спасибо. Перед важной темой по Болезино мы совсем уходим, но это важно обсудить. Еще попрошу Александра Свинина. Мы некоторое время назад с Юрием Александровичем организовали такой открытый комитет по подготовке празднования 12 июня. Александр сейчас доложит, в общем, к чему мы пришли и чего ожидать от предстоящих праздников. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте немножко, так будет лучше слышно. Уважаемые коллеги, Александр Владимирович, член президиума, действительно 15 апреля 2017 года, вот продолжая, наверное, выступление Екатерины про открытость и общение с различными целевыми аудиториями, было принято совместное решение. Александр Владимирович и Юрий Александрович Тюрин провели такой открытый организационный комитет. Так, а можно следующий слайд? Провели открытый организационный комитет по празднованию Дня города и Дня России, который состоится у нас с вами 12 июня. И основная идея этого организационного комитета открытого в том, что можно привлечь граждан, сообщества, некоммерческие организации, предпринимателей к совместной организации такого большого мероприятия и к вовлечению большего числа людей и реализации их инициатив вот именно в даты Дня города и Дня России. Такая, в общем-то, вовлеченность людей, с одной стороны, может позволить привлечь большее число людей к данному празднику, а второе, ну, проявить те инициативы, которые могут реализовываться уже после непосредственно Дня города. Можно следующий слайд. Было предложено 12 июня, вот такой традиционный большой праздник День России, в общем-то поделить на 3 этапа. 10 июня объявить День двора, когда у нас люди собираются во дворах и реализуют совсем местные локальные инициативы. 11 июня это День района и, в общем-то, 12 июня уже День города, когда проходят большие общегородские или общереспубликанские мероприятия. Можно следующий слайд. В общем-то, вот так 15 апреля 2017 года в пространстве «Лифт» выглядело первое заседание этого открытого организационного комитета. И на следующем слайде у нас представлена структура этого организационного комитета, когда большую работу по организации мероприятий берет на себя не администрация города или региона, а берут сами граждане. И граждане понимают, что это в том числе и их ответственность за то, что у нас происходит на улицах города, во дворах и районах. В общем-то, с 15 апреля по 10 мая, по сегодняшний день, была проведена достаточно большая работа. Вот такая открытость, она дала свои первые плоды. У нас поступило предложение от 140 дворов города Ижевска о проведении мероприятий непосредственно в этих дворах, которые сами жители этих дворов готовы организовывать. И, в общем-то, кроме информационной поддержки от администрации города, администрации региона, им на сегодняшний день, ну, по большому счету, часто ничего и не надо. Александр, я перебью. На этом пункте хотел бы обратить ваше внимание, коллеги. Мы когда с Марининым Иваном Васильевичем и с Юрием Александровичем здесь проводили совещание по программе благоустройства дворовых территорий и городского пространства, помните, мы говорили о том, что у нас подано было заявок от 77, по-моему, да, Юрий Александрович, дворов, и их там более 3000. 77, это 2 недели назад. Вот такой формат открытого диалога нам за 2 недели уже позволил вовлечь в 2 раза больше, значит, ну, мы говорим дворов. Что такое двор? Там не один человек, да, инициативу подает, а они собираются, обсуждаются и предлагают. Уже 140 дворов. И очень важно то, что сказал Александр. Это не просто инициатива, это еще и ответственность.
Мы совместно делаем. Это не история про то, что, знаете, мы придумали вот это, дайте нам денег и проведите. Нет. Это совместные мероприятия. Вот очень важно, чтобы это в головах у журналистов, у коллег моих, у всех, у граждан это осталось. Сообщество, сообща. Дальше. Мы получили более 1000 ответов жителей Ижевска на анкетирование о том, как проходил День города в 2016 году и какие мероприятия они считают удачными. В 2016 году очень позитивные были отклики на то, что происходило действительно год назад. Ну и, в общем-то, после ответов на эти вопросы у нас жители еще и писали свои предложения о том, что бы они хотели увидеть в году 2017. Ну, такие... Про распространение информации у нас 1 час 40 минут шло заседание Организационного комитета 15 апреля. Вот на сегодняшний день более 5000 человек полностью посмотрело то, как 1 час 40 минут мы обсуждали о том, каким может быть День города. И это аудитория не только Ижевск, это и Москва, и Санкт-Петербург, и даже другие страны, и дальние зарубежные, и ближние. И вот, как я уже говорил, и своим коллегам, у нас есть уже заявки от большого количества федеральных средств массовой информации о том, чтобы освещать, как же День города будет проходить в Ижевске, потому что это уникальный формат не только для региона, но и для всей страны, когда у нас инициатива от двора проходит до уровня города. Итогом мы вот сформировали там первый перечень тех мероприятий, которые будут реализовываться во дворах, в районах и непосредственно в сам День города, День России 12 июня. У нас по большей части готов контент этих мероприятий, собраны команды из тех же инициативных граждан, либо сообществ, с кем вместе с администрацией города мы будем их организовывать. Они все будут добавлены в традиционные мероприятия, которые уже запланированы администрацией, будут их дополнять, а ни в коем разе там не мешать, и никак друг другу не противоречить. Ну и следующий шаг – это действительно распространение. Я извиняюсь, можно обратно слайд? Да, обратите внимание, здесь красным, синим выделено, соответственно, вот День двора, да, конкурс клуба палисадников, в скобках соседей, может быть, забыли, что это такое. Это мы организовали во всех социальных сетях группу, где граждане по конкретной теме, соответственно, благоустройство придомовой территории, городского пространства, подготовка к празднику, они обмениваются и предлагают свои инициативы. Вот конкурс подъездов, вот детский праздник. Меня заинтересовало лично, я об этом не думал, хотя много этой темой занимаюсь, блошиный рынок. Коллеги, это не мы, не города. Да, следующий шаг в распространении формата. Мы действительно хотели бы показать, что это все работает. Это возможно еще и главам муниципальных образований, муниципальных районов и городов нашей республики. Поэтому с 18 по 22 мая здесь в Ижевске мы всех обязательно приглашаем, направим информацию в каждый муниципалитет о том, что будем проводить обучение, о том, как вот такой открытый оргкомитет сделать у себя в районе или городе. И это не обязательно должен быть день России 12 июня, это может быть любое мероприятие, любой проект, который реализуется на территории, за счет вовлечения граждан и их инициативы, он становится для нас с вами, ну, я не знаю, проще, эффективнее. И когда мы вовлекаем людей, мы, как я уже говорил, действительно делим ответственность вместе с ними за то, что происходит у нас с вами на территории. Спасибо. Можно большое. еще раз обратно ставить? Одну секундочку, на этом остановиться. Главам муниципальных районов и городских округов. Я считаю, что опыт, вот, по крайней мере, на данном этапе по Ижевску, он положительный. Я имею в виду коммуникации с гражданами. Конечно, не все пройдет идеально. 10, 11, 12 июня, это такой у нас будет первый опыт. Но в том, как это уже сейчас происходит, насколько люди вовлечены, насколько это им интересно, это очевидно. Ну, мы в правильном направлении. Мы хотим, чтобы вы были также заинтересованы в такой работе. Возможно, у вас даже лучше есть опыт. Поделитесь. Обратите внимание, с 18 по 22 мая мы эту тему будем, как молодежь говорит, прокачивать со всеми желающими. Кто-то, если далеко же, можно в онлайне, но лучше, конечно, чтобы вы нашли время, приехали. Это и журналистов касается, и блогеров, ну, в общем, всех, по сути, активных граждан. Будет предварительная регистрация. Детали в течение ближайших сегодня, завтра мы все подробно напишем. Поэтому обратите на это внимание. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Спасибо. Александр, спасибо. Заключительный вопрос.
вы крайне важный для нас. У нас Болезинский район, ну, по крайней мере, за время моей работы, что называется, в передовики вышел со знаком минус. И там не только уголовные дела, там и смерть ребенка, и обрушение крыши Дома культуры, и отравление водой, и, значит, огромное количество, сотни обращений граждан на тему доступности медицинской помощи. Поэтому сейчас мы приняли решение, по сути, такое антикризисное управление из центра, из Ижевска. В течение недели коллеги из 10 министерств, представители работали на территории. Да, задача была получить исчерпывающий перечень задач и проблем, выявить из них приоритетные, найти пути решения, по более долгосрочным задачам сделать конкретный план и довести его до людей. Вот сейчас я попрошу, только без лирических отступлений, Сергея Серафимовича Журавлева, поскольку он ответственный у нас был министр за этот район, вместе с Сергеем Витальевичем Смирновым, коротко доложить, а потом я подведу итоги, скажу, к чему мы пришли. Коллеги, я прошу глав муниципальных районов и городских округов наших муниципалитетов, кто сейчас на связи, внимательно слушать, потому что это пилот у нас по, так сказать, погружению в повестку района. Мы его будем использовать в отношении каждой территории. Пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый президиум, коллеги. В исполнении поручения, полученного в ходе совещания, прошедшего 22 апреля в поселке Болезино, администрация района совместно с представителями 10 министерств была проведена работа по подготовке объективной и исчерпывающей информации об актуальных проблемах района. С этой целью были проведены встречи со специалистами администрации, представителями Совета депутатов Болезинского района, главами сельских поселений, трудовыми коллективами и населением. Был организован прием граждан, осуществляющийся на 6 разных площадках. Отдельно были проведены встречи в микрорайоне Лесобазы. Кроме работы на стационарных рабочих местах, был проведен натурный осмотр местности и объектов социальной сферы, дорожного хозяйства, водоснабжения, которое остается важнейшей проблемой Болезинского района в связи с обмелением реки Чепца, острой необходимостью реконструкции очистных сооружений. Вся собранная информация была проверена на объективность, проанализирована, структурирована по значимости и очередности решений. При помощи конструктора карт Яндекса необходимые объекты занесены на карты, разделены по направлениям. Это и здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, водоснабжение, карта свалок, карта потенциально опасных объектов. Также создана карта проблем поселка Болезино по направлениям уличное освещение, строительство тротуаров и тому подобное. Вся информация размещена на официальном сайте Болезинского района. Карты являются интерактивными. Соответственно, изменения в состоянии проблем можно будет отслеживать в оперативном порядке. Я прошу прощения, пока журналисты там пишете, зайдите на сайт Болезинского района, протестите, там есть информация, ну, чтобы у нас, что называется, в режиме онлайн подтверждения, проверьте, и потом у нас сегодня брифинг, вы мне расскажете. Продолжайте. Презентация созданных карт проблем была проведена на совещании 6 мая. В частности, в докладе исполняющего обязанности главы муниципального образования Болезинский район Некрасова были озвучены наиболее актуальные для Болезинского района вопросы. Отмечено, что ряд проблем, с которыми обратились жители района, был решен в период работы комиссии. Вопросы, которые невозможно было решить в оперативном порядке, к настоящему времени разбиты на 3 группы. Срочные, которые будут решаться в текущем году, среднесрочные, решения которых запланировано в 2018-2019 году, и долгосрочные, которые планируется выполнять в течение 2020-2025 годов.
К срочным вопросам отнесены в первую очередь вопросы стабильного и качественного водоснабжения поселка Болезино. Для этого принято решение о подготовке в срок до 30 мая 2017 года необходимого пакета документов на продление договора аренды сроком на 11 месяцев в рамках действующего законодательства. В течение срока действия этого договора будут подготовлены все документы для передачи в концессию всех водопроводных и канализационных сетей, определен потенциальный концессионер. Также будет проведена дополнительная экспертиза очистки проекта очистки русла реки Чепца, после которого будет определена точная сумма необходимых финансовых вливаний. Был проработан вопрос доступности населения к медицинским учреждениям. Решено в краткосрочной перспективе организовать автобусный маршрут до поселковой поликлиники. Также будут организованы автобусные остановки, обозначены места перехода, установлены соответствующие дорожные знаки, обустроена стоянка для личного автотранспорта. В дальнейшем рассматриваются два пути. Это строительство 2 ФАПов в районе лесобазы и за железной дорогой в 2018-2019 года, либо приобретение передвижного ФАПа, который будет передвигаться по графику. Сейчас идут консультации, вырабатываются окончательные решения. Также проведена работа по обследованию потолка крыши в Доме культуры деревни Падыры, где в ходе работы комиссии произошло частичное обрушение потолочного покрытия. На место выезжала администрация района, проведена оценка необходимых работ. Так как данный вид работ в бюджете района не запланирован, невозможна переадресация денежных средств, поэтому район выходит с просьбой правительству о выделении дополнительных средств в размере 2 миллионов рублей. В заключение хотелось бы отметить, что работа в районе ведется в текущем режиме, вносятся изменения и уточняются мероприятия, необходимые для устранения недостатков, выявленных в ходе работы комиссии. 7 и 8 мая на территории Болезинского района выезжали специалисты Министерства здравоохранения и образования Удмуртской республики. У меня все. Да, спасибо. Коллеги, теперь о главном. Коротко. Присаживайтесь. Я просто акцентирую внимание на том, что должно быть в первоочередном порядке сделано. Несмотря на то, что на многие мероприятия, о которых я сейчас буду говорить, денег в бюджете ни Болезинского района, ни Удмуртской республики не предусмотрено. Значит, первое по поводу питьевой воды. Ситуация, да, сразу скажу, что команда правительства отработала хорошо. Я до конца мая еще раз приеду в Болезинский район. Ключевая будет цель поездки – встреча с бизнесом. Поэтому мы будем готовить ее. Нам нужны партнерские отношения с предпринимателями, а не потребительские. Потому что история про то, что зашел чиновник в ларек, сказал: слушай, у тебя тут рядом остановка, сделай. Это так не пойдет. Значит, у нас разные должны быть модели при вовлечении в партнерство предпринимателей, но не вот, знаешь, там, помоги иначе. Вернусь к тому, что правительство отработало хорошо. Достаточно подробная карта у нас задач. Самое главное, чего мы достигли, что обозначив проблему, мы стараемся найти какое-то решение. И оно, слава богу, уже звучит, правда, не всегда, не линейно: дайте денег. Денег нет. В бюджете не запланировано. Это большой плакат там можно написать: денег нет. У нас на все вопросы, на все ситуации денег нет. А потом оказывается, что можно сэкономить здесь на другой период, ну и так далее. Не буду. Значит, итак, питьевая вода. Есть проблема долгосрочная, это так или иначе нужно проводить очистку реки Чепца. Я дал соответствующее распоряжение, необходимо подойти очень серьезно к этому вопросу, провести анализ, экспертизу, сколько это будет нам стоить. Это, конечно, программа
скорее всего, в том числе с участием Федерации, потому что суммы очень большие, но в течение ближайших года-двух мы должны этот вопрос решить, иначе мы ситуацию кардинально не изменим. Но есть текущая проблема, и министр об этом доложил. Нам нужно с арендатором, кто сейчас управляет сетями, надо перезаключить договор. При этом до 1 августа все сети должны быть зарегистрированы, чтобы выйти уже на цивилизованный концессионный договор по этой теме. И те решения, которые мы приняли, они сейчас снимают напряжение и должны будут обеспечивать район приемлемой чистой питьевой водой. Далее, у нас есть проблема с освещением. Мы тоже ее понимаем, как решать. Более подробно об этом вам доложим. Что являлось, наверное, самой большой проблемой, это действительно доступность, доступ к услугам медицинской помощи. У нас само село разделено на две части железной дорогой. Вот коллеги из министерства, я их попросил с секундомером самим ногами пройти, прошли. У нас от одной точки 3,8 километров до поликлиники, а от другой точки 3 километра. Пожилые люди, дети, женщины с детьми, вы можете представить, сколько они идут, особенно зимой, через железнодорожный переход. Это говорит о том, что действительно оптимизация у нас в сфере здравоохранения, я не буду жестко говорить по этой теме, но, мягко говоря, необдуманно проведена. Сели, видимо, в кабинетах, на карту посмотрели, да чего там, такое расстояние дойдут. Ногами надо проходить, коллеги. В результате коллеги из Министерства здравоохранения, временно исполняющие обязанности, достаточно качественно провели анализ. До конца этого года, я не буду такие более оптимистичны, хотя понятно, что нам в кратчайшие сроки необходимо в микрорайоне Лесобаза обеспечить, где проживает 2670 человек, обеспечить либо через фельдшерско-акушерский пункт стационарный, либо через передвижной мобильный ФАП обеспечить, соответственно, своевременную медицинскую помощь. Вариант мы выберем. Возможно, мы с коллегами провели переговоры с частными компаниями, потому что многие услуги у нас идут по ОМС, насколько я понимаю. Так или иначе, мы в ближайшие дни с моделью определимся, и в микрорайоне Лесобаза будет постоянный доступ к медицинскому обслуживанию. Дальше у нас есть микрорайон Дэвис, да, правильно называется, где проживает 8299 человек. 8299 человек. Вот им 3 километра до поликлиники добираться. Значит, там у нас будет более серьезное решение вопроса. Тоже у нас 3 модели, коллеги просчитали. Это будет, скорее всего, кабинет врача общей практики, либо опять же ФАП, либо опять же у нас будет такой формат государственно-частного партнерства. И вопрос этот тоже будет, соответственно, решен. Опять же скажу, что по модели мы сейчас досчитаем, посмотрим. Так, у нас серьезная проблема с качеством и надежностью электроснабжения в поселке Болезино. Министр Маринин предложил решение, значит, соответственно, будет проложен кабель 500 метров. Я не буду сейчас углубляться в детали, но этот вопрос мы кардинально решим, и больше не будет перепадов там из-за проезда электровоза «Гранит» ОАО РЖД. Повышается уровень напряжения, выходит из строя, значит, техника и так далее. Значит, вопрос этот мы тоже решим, срок реализации до 1 октября 2017 года. Соответственно, у нас есть проблема реконструкции сооружений канализации в поселке Болезино.
Давайте подумаем, коллеги, у нас 24 с чем-то миллионов рублей выделено, но нужно еще 54. Возможно, мы изыщем средства и в этом году, возможно, решим, чем мы в нескольких поселках будем в течение 2-3 лет, значит, постепенно решать. Но, значит, по оценкам моих коллег, соответственно, в эксплуатацию так или иначе в 2018 году этот вопрос будет решен. Также у нас есть по деревне Кожела вопросы. Я сейчас уже не буду в более мелкие вопросы вникать. Но вот да, я побывал, значит, в самом поселке, в доме по адресу улица Школьная, 17. У нас там благодаря министру внутренних дел будет решен вопрос все-таки с там, пьяницами, дебоширами, которые мешают людям жить. Ну и будет проведен соответствующий капитальный ремонт по этому адресу. Но главное, медицинская помощь, мы этот вопрос решим. Опять же, повторяюсь, денег не запланировано, но мы это решить вопрос должны обязательно. Суммарно там более 8 тысяч человек не имеют, но через такие трудности, знаете, пока пожилой человек дойдет 4 километра до поликлиники, извините, он умереть может. Вот вкратце по Болезинскому району. Еще раз обращаюсь к коллегам, главам муниципальных районов и городских округов. Не дожидайтесь моего включения в вашу повестку проблемную. Формируйте точно такие же карты проблем. Сразу оговорюсь, коллеги, с учетом вот того, что министр сказал. История про то, что денег нет, дайте денег, она не работает. Объясняю почему. Когда мы говорим, что на остановку около поликлиники нужно 1 900 000 рублей из бюджета, я вам сразу рассказываю, какие модели могут быть государственно-частного партнерства. Ставится цивилизованная остановка, и к ней ларек с продуктами, да? И мы понимаем, что предприниматель уже, значит, заинтересован вот в таком сотрудничестве. То, что касается Дома культуры, тоже можно найти формат ГЧП, а не 2 миллиона рублей из бюджета дайте денег. Надо общаться в этой связи с бизнесом, потому что у нас пока с вами линейное мышление. Либо из федерации бюджет, либо из регионального бюджета, либо к бизнесу сказать дай, помогай. ГЧП есть. Такой формат. Давайте смотреть моделями. У нас же интересное, вот я практически уверен, что по медицинскому обслуживанию у нас получится там интересная модель с вовлечением частных клиник. Понятно, что нужен контроль, понятно, что это непростая история, но если мы, к примеру, по Болезинскому району сможем найти такой вариант, это экономия как минимум 6 миллионов рублей. Поэтому главы, руководители, вы люди профессиональные, если не знаете, как это делать, обращайтесь, мы будем с вами проводить консультации и обучать. Начинайте формировать такие же карты проблем. И самое главное, жители, граждане должны знать, когда будут решаться их проблемы. Именно для этого мы все это и делаем. Коллеги, 2 часа мы с вами работаем. Повестка очень серьезная. Если о срочном, вот что сейчас можно еще в течение 2-3 минут добавить, если ни у кого нет замечаний и предложений. Всем спасибо. Продолжаем работать. Да, я сейчас побегу.